Я думаю, что следить за тем, как выполняется этот закон. И следить не то слово, мне кажется, что это не совсем подходящее слово. Это вопрос взаимодействия. Просто на каком-то этапе, вот первом, когда были первые решения приняты в прошлом году, в 2017 году, были применены вот эти прокурорские проверки. Это вызвано было необходимостью показать, что есть проблема. Но сам метод был не совсем, с моей точки зрения, правильный практического применения. Надо было сначала провести разъяснение, выяснение ситуации, потом начинать принимать решения. И само слово «прокуратура» тоже вызывает определенную настороженность. Поэтому, может быть, нужны были другие шаги. В принципе, принцип добровольности изучения, он, мне кажется, связан с принципами гражданского общества. И дальше уже задача гражданского общества сделать так, чтобы люди понимали ответственность, в том числе и за сохранение своего языка. Ну, мне, например, приятно было, я не татарка, но мне приятно какие-то слова сказать по-татарски, да? Вот. Бик-рахмат мы говорим, большое спасибо, или говорим берге, габерге, мы всегда навеки вместе. Те слова, которые, симпатичны для нас в жизни. Ну, видите как, сюрпризов мы особенно не ждем, потому что мы практически прогноз имеем. Мы понимаем, что будет увеличиваться доля мусульманского населения. И к этому уже и политологи, и демографы готовы. Мы не видим в этом никакой катастрофы, потому что граждане мусульманской национальности такие же люди, как и все остальные. Они становятся людьми, которые вносят свою лепту в трудовую сферу, создают благо и материальное, и духовное. В этом нет никакой проблемы. Надо заранее просто готовить к тому, что может быть изменение этнического состава. Для меня во Франции было удивительным, когда я по Парижу иду и вижу все время людей другого антропологического облика. Первый раз неожиданно, а потом через 2-3 года ты приезжаешь и говоришь, да, ты уже привык. И в Страсбурге ты видишь, и в Париже видишь людей другого антропологического облика. Ну и что? К этому привыкают, тем более видят красоту этого разнообразия. Так что я думаю, что вот таких каких-то больших сюрпризов, если не будет политических каких-то сложностей, если идет осложнение в каких-то политологических сферах, конкуренция сильная, борьба, например, за власть в каких-то регионах. Обычно вот в политологии считается, в концепции Парсонса, когда идет борьба за власть, и власть ослабляется, то тогда начинают всплывать вот этнические противоречия. Но поскольку у нас очень высокий авторитет у президента, то на ближайшее время мы не прогнозируем таких ситуаций. Там нет сильных ростов, по данным Левада-центра, вы имеете в виду, там нет сильного роста. Наоборот, они говорят, что падает уровень этноцентризма и улучшаются отношения. Там есть проблемы, которые они всегда видят, и мы тоже эти проблемы видим. Поэтому такой какой-то катастрофы там нет никакой. Я думаю, что в этом нет интереса не только у власти, но в этом нет интереса у народа прежде всего. А власть остается крепкой тогда, когда она учитывает интересы народа и интересы населения. Поэтому доля людей, которые высказываются за унитарный способ правления, пока у нас очень невелика. То есть само слово даже имеет отрицательную нагрузку. Поэтому где-то 10-12%. Это очень немного при нашем численности. Считается в международной практике, в том числе и в идеологии гражданского демократического общества, что развитие народа – это его собственное творчество, это его инициатива. Не надо толкать к этому людей и заставлять.
Поэтому применение развития осталось только применительно к коренным малочисленным народам. Мы должны им помогать. А все другие народы, они должны развиваться вместе. И там в других позициях есть вопрос, стоит позиция об экономическом и этнокультурном развитии регионов. Вот в этом инновация. Она состоит в том, что не какому-то одному народу помогают, а народу в регионах. Так что вообще развитие осталось, но развитие применительно к региону. Малочисленные народы не способны, все остальные способны, конечно. Это саморазвитие, оно так и должно быть. Это свободное творчество. Иначе, если вы будете помогать какому-то одному народу, другой будет конкурировать с ним.